Итак, друзья, четырехэтажное здание, чтобы было видно, это жилой башенный комплекс, жилая башня. Посмотрите, петроглифы на башенном комплексе. 3 петроглифа. Посмотрите. Еще один петроглиф. Великолепию просто нет предела. Посмотрите, кладка. Не новодел. Посмотрите. Посмотрите, в каком месте. Вот здесь тоже был башенный комплекс. Вот видите, из-за времени он разрушен. Вон в долине дорога, по которой мы ехали. Вот ущелье. Смотрите. А это наша пятиэтажная полубоевая башня. Так, теперь давайте посмотрим на этот замковый комплекс. Жилую башню. Посмотрите, какие камни. Как было, как их добывали и размещали. Опа. Оп. И мы находимся внутри башни. Посмотрите на эти арки. Посмотрите. Оконные арки. Я вам часто показывал вот место для светильников. Я вам показывал в прошлый раз, когда мы были в другой части нашей родины, показывал вам непосредственно где находится камин. Посмотрите. Уже трещина на арке. Время берет свое. Вот здесь тоже. И самое важное. Я вам не показывал средневековый холодильник. А вот здесь покажу. Вот это средневековые холодильники в наших башенных комплексах. Но это еще ничего. Посмотрите. Внутри башни на арке петроглифы. Видно отсюда, нет, не знаю. Постараюсь максимально вам показать. Вот. И вон там, вот здесь, на этой арке, тоже петроглифы. Чтобы было понятно, это внутренняя часть. Видно, да? Какие арки, какая кладка, холодильник, место для подсветки. Так, смотрим дальше. Несущий столб. Здесь уже, чтобы было всем видно. Вот он сохранился. Здесь видно, сколько этажей было внутри. 1, 2, 3, 4. Четырехэтажная. Целый средневековый башенный комплекс. И это всего лишь только один. Состояние такое, конечно, желательно, чтобы наши министерства, кто заботится об этом, они законсервировали. Вот. Вот, чтобы было видно. Все заросло. Так. Вот так. Вот так вот. Вот такие вот
Прекрасное строение.